Таван Осхагал. Таван Осхагал. Лырвагательня булдар радиотлегени мерсеми эфирда Таван Осхагал каларами пени бирсирембе чаваш халыген историне баян тепленрех тада тарынрах тепчеме пултарат пыр. Иртнигаларым земдорагын дезеранландыра гавит хайбер пиде нумай ен лебах садухат пыр баян хигун чаваш историне анжахта чаваш историинже зерастывадыр болса сымперин пиде нумай кыткас саман тырзаюлать. Адылжи был гарбатшалы патшалыхи берге еберанландымыр. Карам вадаме мерзинчи бергетенландымыр анжахта жагадылжи был гарбатшалыхи пенде икшервадыр ултымышылда арганны гыщан чаваш сембе мен болса иртне берге. Пылгарыземышта газа жугалны берге. Тада ашак тапхырда хыжан чаваш сем ергеленни берге бертаки хамыр ыдусыне ужимлатса шидерей мерымыр шавымбада эбе эльдиары сазыстыйлады Данилова баян сирия шак ыдусыне бірдек ужимлатма пулы жашын перембатрахан арабаян Светлана Валерьевна Охотникова вала чаваш патшалы гуманитарий ослыхизен институчень истории небе эшлекень наука исчения история ослыхизен кандидача кларым выросла ергелензе бырачавымбада перембе бірле булса тимлен итлеме сынеть пар. Здравствуйте, Светлана Валерьевна. Добрый день, уважаемые слушатели. Действительно, определение этнической, религиозной и языковой принадлежности источных чувашей Казанского края, упоминаемых в русских источниках XVI-XVII веков, было и остается одной из узловых проблем в изучении средневековой истории чувашского и татарского народов. Данная тема, безусловно, актуальна и не теряет своей остроты, поэтому рассмотрим основные тезисы, которые сформулированы учеными на данный момент. Их всего 3, и можно их вкратце обозначить следующим образом. Это первый — ясачный чуваши этноним, второй — ясачный чуваши соционим, и третий — ясачный чуваши конфессионим. И сразу же перейдем к рассмотрению первого из этих тезисов, то есть ясачный чуваши этноним. Сторонниками данного тезиса являлись чувашский историк Василий Дмитриевич Дмитриев, а также этнограф Виталий Петрович Иванов. И в рамках названной версии выдвинуто положение, каждое из которых обосновано группой аргументов. Рассмотрим же эти аргументы. Какие положения выдвигали историки? Ну, во-первых, упоминаемые в русских источниках XVI-XVII веков ясачные чуваши Казанского уезда являлись этническими чувашами, то есть данный термин является этнонимом. И ученые приводили следующие доводы, поддерживающие данный тезис. Сам факт употребления в песцовых книгах второй половины XVI – начала XVII века наименования ясачные чуваши. А также они говорили о том, что топонимы селений ясачных чувашей Казанского уезда чувашские, то есть этимологизируются на основе чувашского языка. Кроме того, весомым доводом является то, что многие селения ясачных чувашей Казанского уезда, сохранив свои прежние названия, переселились в XVII веке в Нижнее Закамье и до настоящего времени являются чувашскими. Целый ряд закамских чувашских селений были основаны выходцами из Зюрейской, а ранее называлась Чувашской дорогой Заказанья. Это такие селения, как Нижние Именя, Камышлы, Студеный Ключ, Савруши, Новое Ильмовое и многие другие. И примечательно, что и в 1716 году эти селения по-прежнему числились в составе Зюрейской дороги, хотя все другие селения Закамья входили в состав Ногайской дороги. То есть это из-за того, что они переселились из Чувашской дороги, собственно говоря, они все еще продолжали относиться к ней же? Да, именно так. То есть административно собирать там, допустим, с них ясак было удобнее, относя их к прежней дороге, не переписывая их в новую. Поэтому сохранилось данное деление. Другие группы чуваши переселились из Казанского уезда на правобережье Волги, на территории современной Чувашии. И также установлено, что чувашскими мигрантами основана деревня Анчикасы в Цивильском муниципальном округе, деревня Утабоси, Кибечи, Девлезерово в Канашском муниципальном округе, Итяково, Сатышево в Маринско-Посадском, Байбахтино, Индаба в Комсомольском и так далее. То есть их очень много, этих деревень.
этих переселенцев. И также вот вплоть до 1781 года данное селение числилось в составе Казанского уезда, не Свияжского, а вот именно в Казанском же уезде. Следующий довод, который приводили ученые в пользу точки зрения о том, что Исачная Чувашия этноним, это то, что в районах Татарстана, населенных в период Казанского ханства чувашами, записаны легенды, идентичные чувашским преданиям. Следующее весомое положение, которое выдвинуто учеными, это то, что в Казанском ханстве исачным населением являлись подчиненные татарам народы. Это чувашцы, марийцы, удмурты, восточные мордва, западные башкиры. А казанские татары составляли замкнутую категорию свободной социально-политической элиты. То есть исачных чувашей в ханстве не было. Считают тут именно представители чувашской исторической школы. То есть, если мы говорим про исачную Чувашу, то говорить это, наверное, стоит это воспринимать как этноним, потому что, насколько я помню, помимо исачной Чуваши у нас есть еще исачные черемисы и исачные ватяки, да? Да. То есть именно марийцы, удмурты отдельно упоминаются. Упоминаются, а вот исачные татары не упоминаются до второй половины 17 века в источниках вообще. Угу. И это тоже аргумент в пользу того, что все-таки исачная Чуваша – это этноним. Ученые озвучили следующий довод, то, что многочисленная группа исачного населения, проживавшего на левобережье Волги, ранее названные письменные источники именуют исачными чувашами. И вот, как вы уже отметили, наряду используя другие термины, такие как исачные черемисы и исачные ватяки, удмурты, то есть. Так, прежде чем мы пойдем еще дальше, хотелось бы обозначить саму проблему, наверное, исачной Чуваши, потому что вроде как, если мы сейчас посмотрим просто взглядом человека, который впервые эту историю слышит, исачная Чуваша и чуваши, преемственность как будто бы, не просто налицо, да, она как будто бы понятна. Насколько мне известно, на сегодняшний день исачная Чуваша является тем самым камнем преткновения между казанскими историками и нашими, потому что они говорят, что исачная Чуваша — это татары, а мы, наверное, должны воспринимать, что исачная Чуваша — это все-таки мы, если там используется название нашего народа, да? Вот. А когда этот вопрос вообще стал острым? Почему исачная Чуваша, вроде настолько очевидное понятие, на первый взгляд, да, становится вопросом, на который также зарятся наши, получается, соседи? Этот вопрос достаточно глубокий, связан он прежде всего с тем, что чувашские и татарские историки до сих пор не могут поделить булгарское, так сказать, наследие. И то есть корень всех последующих противоречий, он именно в этом. То есть если татарские историки пытаются перетянуть немножко одеяло на себя, утверждая, что вот они прямые потомки волжских булгар, а вот все остальные народы, они как бы уже там, имеют этот компонент волжских булгар, но не в такой степени, как они. Хорошо, Волжская Болгария — это действительно далеко, да? Окей, здесь нам не так жалко, грубо говоря, поделить, да, какое-то общее наследие, потому что очевидно, что булгарское наследие мы можем проследить во всех народах Поволжья, так или иначе, косвенно или прямое, но в любом случае. Но, например, вот то, что происходит какое-то, предъявляются некоторые претензии, например, на исачную Чувашу, которую, и отдавать-то никому не хочется. Это же очевидно, что в любом случае это про нас, да, исачная Чуваша, не просто так ведь. Но дело в том, что если казанские историки не будут претендовать на исачных чувашей, то получится, что на основной центральной территории проживания сейчас татарского населения ранее проживали этнические чуваши, причем они преобладали по численности. Их было гораздо больше, чем пришлого кыпчакского населения. И поэтому отдавать такое наследие им очень тяжело, так как получается, что татарский народ сформировался, грубо говоря, на базе чувашского, если говорить простым языком. Понятно, то есть здесь вопрос интересов, он стоит выше, наверное. Да, то есть это очень тонкий момент, и поэтому, если они откажутся от такой точки зрения, это чревато для них последствиями. Хорошо, но разве сложно признать то, что, например, грубо говоря,
какая-то часть этноса сформировалась на основе чувашского этноса. Ведь ассимиляция народов, то есть при создании новых национальностей, которые происходят постоянно, это же нормальное явление. То есть когда часть народа ассимилируется, переходит на другой язык и меняет свою этничность, по-моему, подобные явления, они в мире очень распространены. И что же здесь такого сложного? Просто взять и признать этот момент. Разве это как-то оскорбляет или что? Современный татарский исследователь, Дамир Мавлевич Исхаков, он хотя бы в какой-то мере признал, что в составе исачных чувашей, проживавших на территории Приказания и Заказания, имелись все-таки этнические чуваши. Но вопрос в том, в численности, так сказать, в основном, какая масса здесь была этническими чувашами, а какая масса все-таки была капчакизированным населением, да. Камень преткновения как раз в численности, так сказать, того населения, кого они могут назвать татарами, а кого чувашами, да. Понятно. Все очень интересно, и все упирается в числа, которых у нас, конечно же, нет. Да, и проблема как раз в том, что вычислить точно, какое число назвать здесь невозможно, источники не позволяют, источники очень противоречивы, и есть только метод реконструкции, который позволит примерные какие-то цифры назвать, но никто не дает гарантии, что так было на самом деле. Ну хорошо, Светлана Валерьевна, думаю, наши слушатели, мы в том числе, полностью разобрались в проблеме и почему мы эту тему сегодня поднимаем. Язычная чуваша как этноним. Мы продолжим эту тему дальше. Как этноним? Мы как раз об этом говорили. Так, следующий довод, который выдвигали представители Чувашской исторической школы, это то, что до середины XVI века основная масса чувашского населения ханства сохраняла язык чувашского типа. И здесь важное значение имеет исследование языковеда Скворцова, который название многих деревень центральной части Казанского уезда, согласно его исследованиям, этимологизируются на основе чувашского языка. И теперь переходим к следующему положению. Это то, о чем мы говорили. На территории Казанского ханства татарское население численно не преобладало, считают представители Чувашской исторической школы. А постепенное увеличение численности татар связано с процессом отатаривания подчиненных народов. И значительная часть левобережных чувашей и чувашей в районе устья реки Свияги была отатарена, по их взглядам, в период с середины 15 до 18 века. И только с 17 века отатаренные ясачные чуваши стали называться ясачными татарами. То есть уже в документах прослеживаются, в писцовых книгах уже это упоминание есть. Можно даже до 18 века не уходить. По-моему, еще Иван Яковлевич Яковлев писал о чувашах, которые переходят массово в татары, принимая магометанство. Да, но проблема в том, что если в XVIII веке все это прослеживается и по источникам, есть и численные данные, то допустим, если взять век XVII, то там это достаточно сложно проследить. И скудость источников, и противоречивость источников сказываются. Поэтому, собственно говоря, этот спор до сих пор и не закрыт. Понятно. Все упирается в нехватку данных на самом деле. Да, именно так. Но, тем не менее, ученые говорят о том, что согласно писцовой книге Казанского уезда 1602-1603 годов на левобережной части Казанского ханства насчитывалось не менее 200 чувашских деревень, и это гораздо больше, чем татарских. И во второй половине 17 века данные чувашские деревни считались уже татарскими. То есть изначально в источниках они уже идут как татарские деревни. С сохранением наименования на языке чувашского типа. Да, именно так. И об ассимиляции чувашского населения в составе Казанского ханства говорит тот факт, что отатаренных булгаро-чувашей удмурты продолжали называть бегерами, то есть булгарами, а луговые мари суасами, то есть чувашами. Данный аргумент также приводится представителям Чувашской исторической школы. И проведенный анализ демографических сведений о численности чувашей и татар в 18-19 веках, то есть там, где уже период обеспечен источниками, позволяет утверждать, что основной причиной замедления роста численности чувашей являлась их ассимиляция татарами путем исламизации.
Эти данные, последующих, получается, столетий позволяют они косвенно свидетельствуют о протекании процесса отатаривания и в период существования Казанского ханства. То есть этот процесс же не был начат одномоментно, только в XVIII веке. Безусловно, он имеет свои корни были в ранних периодах, то есть и в XVII веке, и в XVI веке этот процесс постепенно нарастал. И главный вывод, сделанный сторонниками тезиса о том, что ясачные чуваши – этноним, это то, что ясачные чуваши левобережья Казанского края, упоминаемые в источниках XVI и XVII века, это этнические чуваши, отатаривание которых продолжалось вплоть до XVIII века. Данный тезис в несколько ином виде предстает в трактовке башкирских историков, в частности Супова. Башкирские историки видят под левобережными ясачными чувашами этнических чувашей-мусульман, предков казанских татар, также подвергшихся в 15-16 веках экспансии со стороны кочевых тюрко-монгольских племен, и в том числе башкирских. У них такая точка зрения. Перейдем тогда к рассмотрению тезиса представителей татарской исторической школы, считающих, что ясачные чуваши – это все же соционим. То есть понятие, обозначающее какой-то социальный слой населения. Да, социальную группу. То есть не этническую группу, а именно социальную. И данную точку зрения поддерживают представители Казанской исторической школы, прежде всего это Евгений Иванович Чернышев, Игорь Петрович Ермолаев и на настоящее время Дамир Мавлевиевич Исхаков. Основной тезис сторонников социального содержания термина, причисляющих основную массу ясачных чувашей к этническим татарам, представителям тяглого населения, можно разложить на 4 утверждения, объединенных в одну логическую цепь. И первое из положений – это то, что термин «ясачные чуваши» в письменных источниках XVI-XVII века не имел этнического значения, а является социальным понятием, обозначавшим ясачное население Казанского края в целом. То есть это представители всех народов, являвшихся ясачным населением. То есть люди, которые платившие налог, все назывались чувашами по этой логике? Получается, что так, да. Если они утверждают подобное, то есть мы должны говорить, что ясачная чуваша подразумевает и чуваши, и марийцев, и восточную мордву Мокшу, и удмуртов? Но прежде всего они имеют в виду, что в это понятие входят чуваши и татары. Причем чуваши в меньшей степени. На левобережье в меньшей степени. В основном это все-таки, на их взгляд, татарское ясачное население, именуемое ясачными чувашами. И логично. В пользу данной точки зрения они приводят следующие доводы. Они считают, что социальную верхушку Казанского ханства составили представители золотоордынской феодальной знати. В связи с этим булгары, являвшиеся одним из этнических компонентов казанских татар, оказались в подчиненном положении. И следовательно, вряд ли можно говорить об отсутствии в 15-16 веках среди казанских татар представителей феодально-зависимого класса. Они так это трактуют. Также они считают, что нет свидетельств того, что русская администрация, составляя песцовые переписные книги при определении этнической принадлежности ясачного населения Среднего Поволжья, учитывала этническое самосознание. То есть представители русской администрации просто записывали их ясачными чувашами, не спрашивая, кем себя считают данные люди. Также они указывают, что отождествление этнических реальностей XVI, середины XVII века, отражением которых могли быть этнонимы русских источников, и народы, границы которых очерчиваются гораздо позднее, не является правомерным. Они приводят пример, что, например, этноним Черемисы, он употреблялся в документах не только по отношению к марийцам, но и по отношению к части чувашского населения. И следующий их довод, что при отнесении ясачных чувашей к этническим чувашам завершение формирования этноса казанских татар следует отнести к концу XVII века. И с этим казанские историки категорически не согласны. Они считают, что данный вывод по отношению к этносу, создавшему свое феодальное государство с развитой социальной стратификацией, представляется необоснованным.
просто на пустом месте не считают, что это не так. Я думаю, что, самый логичный вывод, который напрашивается, это слишком какой-то исторически политизированный вопрос, как будто бы. Для них это критически важно, да, что вот они даже не могут чуваши допустить... признают, что мы оформились в 16 они веке. не могут допустить, что они вот сформировались как этнос только в конце 17 века. Данный вот тезис, мне кажется, сразу уже нереальным просто. Поскольку названия селений могли сохраниться, вот опровергая чувашских историков, они говорят, что поскольку названия селений могли сохраниться и после частичной или полной смены первоначального этнического облика населения, давшего эти названия, точная датировка появления указанных топонимов болгарского, чувашского типа невозможна. И поэтому они считают, что прямое связывание появления этих названий с ясачными чувашами вряд ли правомерно. И считают данное утверждение лишь предположением. Пытаются опровергнуть чувашских исследователей. Удивительно. Ладно. Следующий довод, который приводят казанские историки, это то, что среди личных имен, входивших в группу ясачных чувашей, доминируют имена, которые сложились по лексическим и фонетическим законам татарского языка. Но не буду сейчас опровергать свою точку зрения, выскажу чуть позднее, но вот данный довод имеет место быть. Также они говорят о том, что слово «суаз», отсюда «чуваш», могло означать крестьянина или земледельца. В частности, на этом доводе основывают свои утверждения Исхаков. Учитывая общность хозяйственных занятий населения, считает он, центральной части Казанского ханства и правобережья Волги, этим термином могли называть как чуваши, так и часть казанских татар. То есть, имея в виду, что это земледельцы. Как-то это с точки зрения лингвистики обосновывается? Он ссылается на исследования Ахмедзянова, причем на рукопись статьи. Мы с моими коллегами перерыли все просто в поисках этой рукописи или опубликованного уже варианта. К сожалению или к счастью, мы ее просто не обнаружили. Но, тем не менее, татарские исследователи этот аргумент все же приводят. То есть, зная татарский и чувашский язык, например, сувас или чуваш, или, не знаю, какие-нибудь другие фонетические варианты, по-моему, земледелием не связываются. Вот так вот на первый взгляд ничего не приходит на ум. Насколько я знаю, чувашские языковеды тоже не придерживаются такой точки зрения. Наверное, не просто так. Хорошо. Далее, татарскими исследователями выдвигается положение о том, что хотя численность группы ясачных чувашей намного превышала численность группы служилых татар в Казанском уезде, являвшемся центром этнической территории казанских татар, чуваши не имели численного превосходства над татарами. И в пользу данного положения они приводят довод о том, что, опять же, переходят к анализу демографических сведений. Они считают, что анализ изменения численности татарского населения Среднего Поволжья и Приуралья в XVIII-XIX веках показывает, что его прирост можно считать близким к естественному и почти совпадающим с общероссийскими показателями. И таким образом изучение этностатистических источников для реконструкции демографической ситуации в XVI-XVII веках никаких заметных скачков в численности татар в период между XVI, XVII и XVIII веками не обнаруживает. Вот так они пытаются обосновать то, что численного преобладания чувашей на территории Казанского уезда не было. Насколько я помню, одним из доводов, объясняющих такой рост, было, с которым я сталкивался, там было объяснение подобного плана, мол, у татар было распространено многоженство, поэтому было больше детей, чем у других народов. Подобный довод я как-то читал. Насчет данного довода ничего сказать не могу. Я данный довод не встречала, но Василий Дмитриевич Дмитриев данные построения, которые я озвучила выше, опровергал и достаточно успешно, потому что эти вычисления, они основаны на общероссийских показателях. А Василий Дмитриевич, он ориентировался на показатели народов Среднего Поволжья. То есть это марийцы, удмурты, башкиры.
И это гораздо более сопоставимые данные, чем общероссийский показатель. Потому что если брать в целом территорию России, то это и разная плотность населения, и совершенно разные народы, численность которых сопоставлять просто невозможно. Они несопоставимы, эти данные. Некорректны, да. Поэтому здесь данный довод татарских следователей, он достаточно, на взгляд нас, чувашских следователей, достаточно слаб и не может опровергнуть факта отатаривания чувашского населения. Следующее положение, из которого исходят представители Казанской школы, это то, что язычные чуваши Казанского края исповедовали ислам. И приводят в пользу данной точки зрения следующие доводы. Прежде всего о том, что в песцовой книге Казанского уезда 1602-1603 годов рядом с селениями ясачных чувашей упоминаются татарские кладбища. И кроме того, документом от 1673 года зафиксирован следующий факт. Ясачная татара, деревня Ачей Зюрейской дороги Казанского уезда, сохранила мертвую чувашу, учинив татарские мазары. То есть свидетельствует о том, что чуваш был похоронен на мусульманском кладбище. Также они приводят данные о том, что в актовых материалах XVII века встречаются упоминания случаев присяги татаро-чувашей по их вере и шерти. И такая форма присяги использовалась по отношению чаще всего к мусульманам. Следующее положение, выдвигаемое татарскими историками, это о том, что уже начиная с XVII века ясачные чуваши говорили на татарском языке кыпчакского типа. И здесь главным доводом, на их взгляд, является то, что язык эпиграфических памятников XV-XVII веков, расположенных на территории Казанского ханства, относится к кыпчакскому, а не к чувашскому типу. И также в документе 1644 года зафиксирован случай, когда служилые татары переводили русской администрации речь ясачных чувашей, из чего следует, что татары понимали язык чувашей. И ими приводятся данные из сочинений Курбского о том, что чувашский язык, то есть народ локализован больше на правобережье Волги, то есть они хотят сказать, что на левобережье был локализован уже татарский язык, не чувашский. И также они считают, что упоминаемые в источниках начала XVII века чуваши, переименованные в середине этого же столетия, то есть дело происходит в рамках XVII века, не могли поменять язык за 30-40 лет. То есть они разговаривали на чувашском и тут же через 40 лет перешли на татарский. Они считают данный вариант невозможным. И главный вывод представителей Казанской исторической школы – это то, что ясачные чуваши, на их взгляд, это этносословная группа, локализованная на основной этнической территории казанских татар, исповедавшая ислам и говорившая на татарском языке. Я уже упомянула, что все-таки частью современных татарских исследователей признано, что под этим наименованием в документах того времени фигурировала и часть чувашского населения, но, на их взгляд, не преобладающего по численности. Понятно. Очень интересно. Конечно, здесь есть над чем подумать. Вроде как немножечко... Не хочу грубо высказываться, однако как будто бы немножечко нелогично, особенно во многих моментах, которые касаются опровержения, наверное, доводов чувашских историков, которые кажутся в данном случае наиболее весомыми. Может быть, я недостаточно объективен. Эллада Данилова напоминает, что нам нужно сделать короткий перерыв, поэтому после рекламной паузы мы продолжим эту тему еще дальше и рассмотрим ясачную чувашу как конфессионим. Таван Осхагал. Таван Осхагал. Тавана Марсема Зельдереть про Таван Осхагал Галарам Малалах Тазалать Перем Батрахана Светлана Валерьевна. Светлана Валерьевна Охотникова, перен история слухисень кандидат Жебер, паян ясачная чуваша, термин берги галажат пар. Светлана Валерьевна, ясачная чуваша, как термин, как конфессионим. Что означает понятие конфессионим? Это какое-то религиозное население? Да, то есть данный термин обозначает население, относящееся к определенной религии, так можно сказать. В недавних исследованиях Николай Иванович Егоров предложил
несколько отлично от вышеназванных толкований термина «ясачные чуваши», базирующийся на разделении булгарского населения Казанского ханства по конфессиональному признаку на бессермян, то есть мусульман, и чувашей, то есть язычников. И первое положение, на котором он основывается, это то, что государство, образующий этнос в Казанском ханстве, состоял из двух этносов. Это татарских феодалов, имевших золотоордынско-кыпчакские корни, и булгарского населения, численно их намного превосходившего. То есть этот тезис перекликается с другими представителями чувашской исторической школы. Следующее положение о том, что в первую очередь отатарилась мусульманская часть болгар, то есть бессермены. Окончательная ассимиляция заказанских и арских чувашей в среде татар относится им ко второй половине XVII века. И он приводит довод о том, что более ранее происходило в сравнении с термином «ясачные чуваши» исчезновение со страниц русских источников термина «бессермен», упоминаемых до конца XV века. Третье положение следователя о том, что левобережная группа болгар и чувашей, упоминаемая в источниках XVI-XVIII века под именем ясачных чувашей, в основной своей массе сохраняла языческие верования. И им приводится довод о том, что этноним «чуваш» сформировался в татарском языке на базе, собственно, чувашского конфессионима «щеваш» – язычник. Следующее положение Николая Ивановича Егорова о том, что булгаро-чувашское население второй половины XV, первой половины XVI веков не успело полностью перейти на татарский язык. И в данном случае он приводит довод о том, что формирование татарского языка началось только с образованием Казанского ханства в связи с притоком на его территорию золотоордынского кыпчакского населения. И татарский язык занимает промежуточное положение между стандартными тюркскими и чувашскими языками, обусловленное его формированием на основе булгаро-чувашского субстрата, который перетянул татарский вокализм на свою сторону. Поэтому, на взгляд исследователя, переход ясачных чувашей с чувашского на татарский язык за 30-40 лет вполне возможен. И главный вывод, который сделан Николаем Ивановичем Егоровым, это о том, что ясачные чуваши – это этноконфессиональная группа единого постзолотоордынского булгарского этноса. Мы закончили рассмотрение основных точек зрения о том, что же все-таки означает термин «ясачные чуваши», употреблявшийся в русских источниках XVI-XVII веков. И мне бы хотелось перейти к некоторой оценке положений и доводов сторон. То есть озвучить основные взгляды современных исследователей чувашской исторической школы по данному вопросу. То есть какое-то подведение итогов. Да, некоторое подведение итогов. Отметим, что современные ученые едины во мнении, что представители многочисленной группы, именуемые в документах второй половины XVI-XVII веков ясачными чувашами, являлись феодально зависимым населением Казанского края, так называемым черным людом, жившим общинами и платившим ясак и подати. Общим для татарских и чувашских исследователей является представление об ареале расселения ясачных чувашей. Данное население в основной своей массе проживало в центральной части Казанского ханства и на правобережье Волги, а после присоединения к русскому государству и изменения административно-территориального деления на территории Казанского и Свияжского уездов. То есть это то, что объединяет и чувашских, и татарских исследователей, и то, с чем никто не спорит. То есть где они жили, понятно. Да, хоть здесь мы едины. Теперь перейдем к рассмотрению различия точек зрения на современных татарских и чувашских исследователей. И по данной проблеме оно заключается главным образом в разном понимании того, кем по этнической принадлежности являлись упоминаемые в источниках более позднего периода ясачные чуваши во времена существования Казанского ханства. Большинство чувашских и башкирских ученых придерживаются мнения, что данное название являлось уже этнонимом, а вот их татарские коллеги считают, что под понятием «чуваш» русская администрация обозначалась тяглое нерусское население местного происхождения, включавшее, собственно, чувашей, а также татар, мари и мордву.
Ну, хотелось бы подвергнуть анализу слабые и сильные стороны озвученных точек зрения. Безусловным преимуществом сторонников точки зрения ясачные чуваши этноним является аргумент об отсутствии в источниках 16-го, первой половины 17-го столетий, исходящих как от русской администрации, так и от жителей бывшего Казанского ханства, термина «ясачные татары». Но при этом возможны два толкования этого факта. Первое – это то, что татары были столь немногочисленным населением ханства, что их присутствие не получило отражения в документах. А вот второй, что татары скрыты под другим этнонимом. И до настоящего момента не получил опровержения также тезис о том, что селение, это не тезис, извиняюсь, аргумент о том, что селение ясачных чувашей Казанского уезда, переселившиеся в 17 веке в Нижнее Закамье, сохранили свои прежние названия и до настоящего времени являются чувашскими. То есть, если бы это было татарское население, и оно переселилось, то деревни, никак просто не могли стать чувашскими. Сильной стороной приверженцев тезиса «ясачные чуваши соционим» является слабая сторона их оппонентов. То есть, некоторые факты свидетельствуют о татароязычности, если не всей, то некоторые части левобережных ясачных чувашей и исповедования ими ислама. Несомненно то, что начиная с 15 века язык эпитафий на памятниках Казанского ханства относится к кыпчакскому типу, а сама традиция установления эпиграфических памятников связана с распространением мусульманской религии. Но опять же хотелось бы здесь отметить, что современная наука говорит о том, что на данной территории левобережья существовало двуязычие. То есть народы, жившие долгое время рядом с друг другом, они, можно назвать их двуязычными. То есть чуваши ясачные могли знать татарский, и это не мешало служилым татарам знать чувашский. Они взаимодействовали и в торговле, они соседствовали по земельным наделам. И для успешного взаимодействия друг с другом они вполне могли разговаривать и на двух языках. Да. Это как сейчас. Комсомольские мишери прекрасно владеют, например, чувашским языком, как и чуваши Комсомольского района хорошо говорят на татарском. Именно так. Поэтому татароязычность ясачных чувашей не может быть весомым аргументом в пользу того, что это этнические татары. У нас осталось совсем мало времени, буквально 1,5 минутки. Что мы должны точно знать про ясачных чувашей, на ваш взгляд? На наш взгляд, в свете последних публикаций необходимо сказать о том, что не нужно противопоставлять ясачных чувашей и служилых татар. Необходимо говорить о том, что булгарское наследие, оно является общим как и для чувашского, так и для татарского народа. И не следует обострять данный вопрос и политизировать его, а необходимо исследовать эту проблему далее и уже выявлять, в каком все-таки соотношении этническом, участвовали чуваши в формировании казанских татар, в каком численном отношении кыпчакский элемент имеет влияние на формирование казанских татар. И в этом случае, безусловно, главные все-таки ставки нужно делать на привлечение археологического материала, на выявление новых каких-то арабоязычных источников и их перевод. И следует избегать все же каких-то крайностей. Нужно искать истину где-то посередине и взаимодействовать и чувашским, и татарским коллегам, исходя из данного тезиса. Огромное спасибо, Светлана Валерьевна, за то, что вы поделились своими исследованиями про ясачных чувашей. Думаю, безумно интересная тема, потому что мало кто об этом вообще говорит, потому что как-то привыкли говорить про Волжскую Булгарию, а что было после, это уже довольно часто как-то скрывается. Спасибо огромное за столь насыщенную передачу. Азлирать Портован Мырзем, Перембатра Светлана Валерьевна Охотникова, Бульча Чуваш Патшала Гуманитариус Лыхисень Институчень, Ерце Брага Наука Ищения, История Небе, Чампиких История Лыхисень Кандидача, и Бирбан Ясачная Чуваша Анлав Берги, Калаш Рамарана, Терлиенчем Бахсаду Храмар, теперь дайте приятель Булычин, Серембе Бельдиар Пултом, Сазасты Варайла Данилова. Чибер. Таван Осхагал. Таван Осхагал.